Он в песнях и стихах воспет. И сколько б танцев не бывало, а лучше вальса, право, нет. Добрый вечер, дорогие друзья, наши уважаемые зрители. Я помню вальса звук прелестный. Так называется наша сегодняшняя программа. Вальс. Есть ли танец удивительный? Танец, обаянию которого уже 2 века покоряется весь мир. Он царствует и сегодня. Правда, его реже танцуют, потому что он требует больше площади, размаха, но звучит он постоянно. Вальс всюду, в музыке легкой и серьезной, в опере, в оперете, в инструментальном произведении, в симфонии, вальс в балете, вальс в песне. Танцы с вращением, похожие на вальс, существовали давно и у разных народов. А вот само слово «вальс» произошло от немецкого слова «веллер» – вальцем, крутить, раскатывать. Ну и чаще всего предком вальса считают Лендлер австрийский. Именно от него произошел знаменитый венский вальс, расцвет которого связан с именем Иоганна Штрауса, старшего отца, и позднее его сыновей, в особенности Иоганна Штрауса младшего, прозванного королем вальса. 477 вальсов – таково его наследие.
дорогие друзья, вальсы Иоганна Штрауса покорили не только Европу, весь мир. Их танцевали повсюду, в императорских дворцах, в кабачках, на улицах, площадях. Вся Европа просто с ума сходила от штраусовских венских вальсов. И волшебный мир оперетты Иоганна Штрауса также наполнен изящными, восхитительными, поэтичными, пленительными вальсами, услаждающими наш слух. Прекрасный вальс из оперетты Иоганна Штрауса. Это был золотой век венской оперетты. 1899 год, год смерти Иоганна Штрауса. Заканчивается золотой век и начинается серебряный. Это время связано с именем выдающегося венгерского композитора Франца Вегара, мировая слава которого началась с оперетты «Веселая вдова». Его музыка национальная, интернациональная, и венгерские мотивы переплетаются с широкими парижскими вальсами.
вами виделись? Нет, во сне. Это был чудесный сон. По-моему, я влюбился. Чем-то странным и нежданным я смущен. Оказалось, все смешалось, явь ли сон. У любви во власти я сейчас живу. Мне приснился сон о счастье наяву. О, если б ваши сны все были так ясны, что вы могли опять их обитать, любя мечтать. Этим я мужчина, несколько смущена. Не смею я мешать вам мирно спать. Как музыкальный жанр вальс прожил богатую событиями жизнь. Сотни композиторов сочиняли вальсы. Их написано так много, что просто невозможно сосчитать. И каждый по-своему прекрасен. Вальс, царствующий в Европе, покорил Россию. И мы сейчас, уважаемые зрители, обращаемся к творчеству великого русского композитора Петра Ильича Чайковского. Thank
Чайковский написал очень много вальсов. И романс «Средь шумного бала случайно» на стихи Алексея Толстого – это тоже вальс. Но почти как у каждого романса, у него есть своя история любви. 1851 год. Толстому за 30. Он не женат. По долгу службы сопровождает наследника престола на бал-маскарад. Там, на балу, он встречает незнакомку. У нее прекрасная фигура, интригующая манера разговаривать. Толстому, избалованному женской лаской, показалось, что с этой женщиной он может говорить о чем угодно, свободно, и она всегда поймет, что бы он ей не сказал. Объяснением в любви к Софье Миллер явилось стихотворение «Средь шумного бала случайно». А Петр Ильич Чайковский пишет музыку, и мы с вами слушаем проникновенный вальс-романс. Романс – это особый салонный жанр, танец влюбленных, прелюдия чувств и ожидание страсти. Тебя встретил я, мою милую, и не надо мне воли прежних дней. Снова кажется жизнь милою, сердце весело, счастлив я душой.
обман и лесть. Поцелуй же меня, одари ты меня, моя душечка, моя душечка.
всего один вальс. Вальс-романс был написан Николаем Афанасьевичем Листовым. Но этого хватило, чтобы его имя навсегда было увековечено в памяти любителей русского романса. Красавец, дворянин, страстно влюбленный в крепостную актрису Александру Медведеву, он разрывает отношения с родителями, становится актером провинциального театра и выбирает любовь. История вальса неразрывно связана с историей нашей страны. Мы обращаемся к песням Великой Отечественной войны. Многие, конечно, знают изречение: когда говорят пушки, музы молчат. Но именно песня в годы Великой Отечественной войны поднимала солдата в атаку навстречу свинцовой пурге. Именно песня настраивала струны солдатской души на подвиг и на победу. И особая тема – лирический вальс. Лучшие песни Великой Отечественной войны написаны в ритме вальса. «Моя любимая», «Осенний сон», «В землянке», «Синий платочек». А я хочу познакомить вас с историей создания популярной песни «Случайный вальс». Она была написана в 1943 году композитором Марком Фраткиным, поэтом Евгением Долматовским по личному распоряжению
командующего Сталинградским фронтом Рокоссовского. Дело в том, что в это время в ставке Верховного Главнокомандующего готовилось секретное наступление на Курской дуге. А наша разведка располагала данными, что аналитики Абвера судят о готовящихся наступлениях русских по тому, какие песни звучат в радиоэфире. Спокойные, лирические или боевые, маршевые. Песню назвали «Офицерский вальс». И текст был таков: «Ночь коротка, спят облака, и лежит у меня на погоне незнакомая ваша рука». Легенда гласит, что якобы Сталин, прослушав песню, сказал: «Как эта хрупкая девушка достанет до плеча боевого офицера? И почему офицер должен танцевать? Он должен воевать». Так вальс стал случайным, а погоны превратились в ладони.
дорогие друзья, у вас прекрасное настроение. А в годы Великой Отечественной войны были созданы такие песни, которые поднимали дух, настроение. Но песня, о которой я сейчас расскажу, она была написана гораздо раньше. Когда-то польский композитор Фредерик Шопен, музыкальной копилки, которого основное место занимают вальсы, написал шуточный, легкий, незатейливый вальс маленькой собачки. В простонародье, который мы называем собачий вальс. Создание этого вальса носит очень интимный характер. Маэстро написал его, чтобы получить поцелуй французской писательницы Жорж Санд, а та взамен требовала пьесу для своего четвероногого любимца. Так появился этот шуточный вальс, который исполняли везде, пели всюду, по всему миру, и название было разное. Вальс мышей, вальс котят. А в годы Великой Отечественной войны этот шуточный вальс пел сам великий певец России Леонид Утесов вместе со своей женой. Они пели его в шуточной форме для бойцов.
В городском саду играет духовой оркестр. На скамейке, где сидишь ты, нет свободных мест. От того, что пахнет липа и роса блестит, мне от глаз твоих красивых сон не отвести. Прошел чуть не полмира, с тобой, как ты не встретился, и думать не додумался, что встречу я тебя. Такой, как ты, красивый, нет наверняка, чтоб навеки покорило сердце моряка. По морям и океанам мне легко пройти, но такой, как ты, желанной, видно, нет пути. Прошел чуть не полмира, с тобой, как ты не встретился, и думать не додумался, что встречу я тебя. Вот рассвет весенний гасит звездочки в пруду, но ничто не изменилось в городском саду. На скамейке, где сидишь ты, нет свободных мест. В городском саду играет духовой оркестр. Прошел чуть не полмира я с такой, как ты, не встретился, не додумался, что встречу я тебя. И думать не додумался, что встречу я тебя. Вот такие прекрасные песни написаны в ритме вальса. Их очень много. И у нас их очень любят в народе. Эта традиция идет с тех времен, когда в летнюю пору в городских садах, парках играл духовой оркестр. И звучали любимые старинные вальсы. Осенний сон, на сопках Манчжурии, амурские волны, дунайские волны.
вальса мы хотим вспомнить имя великой певицы страны Клавдии Ивановны Шульженко. Иногда с подругой нет ничего. Что? Да. Что? Нет. Мама, два брата студенты. Угадайте, не секрет. Не люблю комплименты. Не говорите такие слова. Я ведь могу рассердиться. Ох, как кружится голова. Как голова кружится. Ты танцуешь со мной. Что? Да, что? Нет, спасибо, родной. Хорошо, лучше всех ты всегда. Правда, пойдем в следующий. Что? Да. Что? Нет. Пустины, красивые руки, 35 ей. Это бред. Уже внуки. Как это я не права? Я и не думаю злиться. Ах, как кружится голова, как голова кружится. Тот, кто любит, ревнует всегда. Но я знаю, промчатся года, и в день свадьбы моей золотой он мне скажет: тряхнем стариной. Что? Да. Что? Нет, ну что ты? Какие года? Ерунда, мне вальс был полезен всегда. Что? Да. Ой, ну что ты вовсе не старый, ты молод 70 лет. А я, ну чем не пара? Помнишь ли юность наши слова? Им никогда не забыться. Как кружится голова, как голова кружится. Закружат синие метели трехдольной мерностью своей, и то ли ели, то ли качели качнутся в памяти моей. Начнутся долгие обманы с игрой мотивов и теней. Ах, вальс танцующих туманов, ах, вальс мерцающих свечей. Действительно, удивителен вальс. И любят его все люди разных профессий, люди разного возраста. Вальс продолжает жить. И сейчас, дорогие друзья, вы будете не только слушать, а, надеюсь, и петь вместе с нашими
солистами. У вас на руках тексты песен, вальсов, популярных и любимых. Тревожные дуют ветра, нам расставаться настала пора. Кружится, кружится пестрый лесок, кружится, кружится старый вальсок, старый забытый вальсок. Ты, совершая положенный путь, в дальнем краю это все не забудь, эту реку и прибрежный песок, этот негромко звучащий вальсок, этот негромкий вальсок. Расстаемся, чтоб встретиться вновь, ведь остается навеки любовь. Кружится первый осенний листок, кружится юности старый вальсок, юности нашей вальсок. Дуют ветра, нам расставаться настала пора. Кружится, кружится пестрый лесок, кружится старый забытый вальсок, юности нашей старый забытый вальсок. Вальс устарел, говорит кое-кто, смеясь. Веку смотрел, в нем отсталость и старость. Робок не сумел, наплывает мой первый вальс. Почему не могу я забыть этот вальс? Твисты чарльстон, вы запомнили шар земной. Вальс оттеснен, без вины виноватый, но затаен всегда и везде со мной. И несет он меня и качает меня, как туманной волной. Смеется вальс над всеми модами века, и с нами вновь танцует старая вена. И Штраус где-то тут сидит, наверно, и кружкой в такт стучит, на нас не ворчит, не ворчит. Вальс воевал
вальс напевал про маньчжурские сопки. Вальс напевал нам на фронте осенний сон, и как друг фронтовой не забудется он. Вальс у костра, где-то снова в тайге сейчас, и ангара подпевает, волнуясь, и до утра с нами сосны танцуют вальс. Пусть проходят года, все равно никогда не составится вальс. Поет гармонь, поет в ночном полумраке. Он с нами вальс в ковбойке, а не во фраке. Давай за вальс поднимем наши фляги, и мы ему нальем и споем. Робот несмело плывает мой первый вальс. Никогда не смогу я забыть этот вальс. Музыка вновь слышна, встал пианист и танец назвал, и глаза у всех. К вам я иду сейчас через зал, я пригласить хочу на танец вас, и только вас, и не случайно это танец вальс. Вихрем закружен белый танец, ох, и услужен белый танец, если покружит белый танец нас.
понравился. Как-то сами подпевали, мы слышали это за кулисами. Очень приятно было. Вы не устали, друзья? Тогда мы с вами сейчас обратимся к творчеству великого советского, российского композитора Андрея Петрова. Музыка его удивительная, открытая, добрая, душевная, оптимистичная. Она доступна всем. И когда оркестр заиграет, конечно же, будете наслаждаться этими прекрасными звуками музыки, которая вам очень близка и знакома. В одном из своих интервью Андрей Петров как-то выразился, что оптимистическое отношение к действительности у меня с детства. Я вообще считаю, что музыкант должен отрываться от земли, чтобы посвящать себя возвышенному, прекрасному. А стать композитором мне помогла прекрасная женщина, актриса, сыгравшая роль музы в художественном фильме «Большой вальс». Милиция Кориус, муза Иоганна Штрауса. Так вот, соловьи Венского леса и музыка Штрауса вдохновили Андрея Петрова на творческий путь. И мы с вами сейчас будем наслаждаться прекрасными вальсами композитора, имя которого Андрей Петров.
Немножко грустно, но очень светло на душе от песни вальса из кинофильма «Друзья и годы».
друзья. Вы еще подарите аплодисменты всем нашим солистам. Вот сейчас будет звучать песня. Я думаю, что все присутствующие в зале когда-либо слышали эту песню или хотя бы мелодию, а старшее поколение наверняка знает и текст. Песня довольно известная, но вот хочу сказать, что никто точно до сих пор не знает ни автора этой песни, ни, кстати, сам текст правильный, как он был вначале написан. Песня «Крутится, вертится шар голубой». Эта песня прозвучала в 1934 году в художественном фильме «Юность Максима». Ее пел главный герой с широкой душой, оптимистичный, с большим чувством юмора, роль которого исполнял Борис Черков. А ведь песня изначально называлась «Крутится, вертится шарф голубой». Барышня кокетливо крутила над головой шарфиком, и кавалер на это клюнул. Вот так звучала песня изначально. Причем она была очень интернациональной. Ее пели во всех странах, на разных языках. Она была создана и написана изначально даже на идише, потом исполнялась на английском языке. Ну а мы, дорогие друзья, вам преподносим сюрприз. Исполняем песню на разных языках. Что я влюблен, вот
Ну что ж, дорогие друзья, наша встреча завершается. Но хочется сказать, что вальс, он бессмертен, он будет жить всегда, вечно прекрасный и юный, как сама жизнь. Прислушайтесь, летит, поет, плачет и смеется прекрасная мелодия. Вот он, прекрасный танец вальс. Летит над миром вальс, и мы ему аплодируем. В программе принимали участие камерный оркестр Чувашской государственной филармонии, художественный руководитель и дирижер Сергей Григорьев, солистка филармонии, заслуженная артистка Чувашской республики Маргарита Финагентова, заслуженный артист Чувашской республики Иван Снегирев, филармонии Татьяна Васильева, солист филармонии Юрий Катков, концертмейстер Екатерина Паргеева, звукорежиссер Олег Крюков. Программу вела заслуженная работник Чувашской республики Елена Лимаренко. Дорогие друзья, спасибо вам. Спасибо за теплый прием и то, что вы с нами разделили эту прекрасную радость от этих вальсов, огромное наслаждение и пели вместе с нами. Вечер, я думаю,